Добрый вечер, уважаемая публика, оркестр на сцене, и мы готовы начать наш концерт закрытия 14-го международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние». В программе сегодняшнего концерта музыка 19-20 века, сочинения Шостаковича и Корнгольда были даже созданы примерно в одно время. Про это я скажу чуть позже. Но откроется наш сегодняшний концерт музыкой композитора-романтика Карл Марии фон Вебера. Это немецкий мастер, живший в начале XIX века. Он скончался на год раньше Бетховена, но принадлежит исторически другой эпохе. Бетховен у нас считается завершителем эпохи классицизма, а Карл Мария фон Вебер уже был композитором-романтиком. И несмотря на то, что даже вот он умер раньше, чем Людвиг ван Бетховен. И на это тоже есть свои исторические причины, почему именно Вебера считают композитором-романтиком. Вот мы сейчас с вами услышим увертюру к его последней опере «Оберон». Эта опера была создана им в 1826 году, как раз завершена незадолго до его кончины. Он дирижировал ей в Лондоне. Опера была написана по заказу лондонского театра Ковент-Гарден, Королевского театра. И композитор знал уже, что он смертельно болен туберкулезом, и он поехал на этот проект для того, чтобы обеспечить свою семью. Опера написана была на сюжет волшебной сказки Христофа Виланда, такой вот немецкий сказочник, автор, а он в свою очередь ориентировался на Шекспира. И эта сказка была, наверное, людям отчасти заменителем вот то, что появилось позже, да, кино, такой вот театр современный, как мы его сейчас представляем. Тогда люди за эмоциями, для того, чтобы испытать какие-то чувства, ходили прежде всего, конечно, в оперу. И вот опера «Оберон». О чем эта опера? Оберон – это король эльфов. Он поссорился с царицей Титанией, у них произошла какая-то семейная небольшая разногласие. И они решили посмотреть, а что же там на земле происходит вообще. Вот люди также ссорятся или нет. И они решили, что если они найдут такую вот идеальную возлюбленную пару, то значит не все в этом мире потеряно. И они эту пару находят. Это был рыцарь Гийом де Бургундский и его супруга, его возлюбленная, дочь арабского багдадского калифа Аль-Рашида по имени Реция. И вот вся опера как раз строится на испытании вот этой пары. Оберон дарит рыцарю волшебный рог, с помощью которого он может призывать его к помощи. И дальше идут всякие приключения на морях, на суше, они попадают в плен, их разлучают, потом их снова соединяют. Но все, как положено в сказках, заканчивается, конечно же, хорошо. И вот в увертюре, которую Вебер уже написал после того, как была закончена вся опера, он как бы дает такой короткий дайджест тех историй, которые будут происходить, которые зрители увидят уже непосредственно на сцене. И увертюра откроется с темой, которую мы услышим с вами у Валтур. Это как раз тема вот этого самого волшебного рога, зова. Дальше мы с вами услышим темы влюбленных персонажей и, наконец, вот такой триумфальный финал, который должен настроить на публику на то, что сказка закончится счастливым финалом. Итак, Карл Мария фон Вебер, увертюра к опере «Оберон». Дирижер Фабио Мастранджело.